Сябры, добрага дня. Добруш 9 лютага вырашыў зрабіць такі маленькі відэаагляд о горадзе. Зараз мы знаходзімся у самом цэнтры горада. Гэта помнік такі стылізаваны жаўнерам, якія загінулі ў час Другой сусветнай вайны, абараняючы нашу краіну. Чым адрозніваецца горад Добруш? Я нават не ведаю асабліва. Размешчаны ён на рэчкі Іпуць. Мы зараз можем назіраць яе. Памятаеце, у советский час были стенки мебля под назвой Іпуць. У меня и до гэтага часу есть. Стаіць кватэры. Вот мы бачым, есть рыбаки, якія ловяць рыбу на льду. Так, город. У города насельніцтва где-то прикладно каля 20 тысяч. Город старожитный. Адметная рыса города. У іх центральная улица была переименована. Переименована была у імя, докладнее сказать, по прозвищу Паскевича. Князя Паскевича. Поглядите на мапе, вельмі цікавы момент. Переименована была зусім нядаўна. Так як мы ў цэнтры, мы можем назіраць будынкі. Не ведаю якой забудовы, часоў якой забудовы, но адносна большасці гарадоў, скажем так, яны вельмі цікавыя сваёй архітэктурай. Со знаёмымі мы так і не вырашылі гэта пытанне часоў, у які перыяд гэтыя будынкі былі пабудованы. АК Добруш, не ведаю, што гэта такое. Что-то вроде як аўтастанцыі такой імправізаванай. Город маленький, 20 тысяч насельніцтва всего. Где-то прикладно. Есть тут же чугуночная станция. Чугуночная станция, она с другой стороны реки, как бы поделена рекой на две части. Зараз мы находимся в центре Добруша. Промысловая частка за рекой получается. Зараз поставим на паузу и трошки перейдем на той бок и поглядим далей будинки. Ось як я і казав, з другої сторони, я зараз погляджу, зараз покажу. Вулиця у князя Паскевича. Гэта першы дом на гэтай вуліцы. З'яўляецца гістарычнай каштоўнасцю. Чым шыльда азначае. Будынак былой школы для вучняў працаўнікоў папяровай фабрыкі 1909 год. То есть гэта пабудова получается ще до Першай сусветнай вайны была пабудавана. Зараз мастацкая галерэя знаходзіцца і Добрушскі раённы краязнаўчы музей. І што яшчэ ёсць? Насупраць таксама нейкі будынак. Правда, не бачна шыльдаў. В основном гэта ўсё адміністрацыя. В гэтым цэнтры змешчана в основном адміністрацыя. Где-то там далей ЗАГС ёсць, бачна. Так, тут нейкая адміністрацыя, тут нейкая адміністрацыя, тут у нас музей. Давайте поглядим, что за помнік. Кому бюст усталяваны. Я вообще не глядел. Так.
князю Федору Ивановичу Паскевичу благодарне добрушання. Ось яким уявляють, яким його представляють нам. Так, і тут що-то внизу так само написано. Так. От жителей города в день 450-летия основания 9 октября 2010 года был побудован этот помник, поставлен в Соливану. Ну вот есть такие, как там, малые архитектурные формы, наверное, так означает. То есть две гарматы, да, вот, две стилизованные такие гарматы. Я не думаю, что они соправдные. Давайте заглянем внутрь. Ничего, полое внутри. Вот. Так, ну что, особливо показывать тут нема чого. В основному це адміністрація у центрі, ну, будинки сучасні і несучасні. Давайте перейдем на такие, скажем, на той бок. Мне больше цікаво показать предприятия буйные этого города. Ну, поки буду йти до машини, давайте трошки розповіду об моїх ураженнях, об городе. Город невеличкий. И вот сегодня неделя, 9 лютого 2020 года. Сказать, что город не многолюдный, это ничего не сказать. Народу вельми мало. Ровермен поехал. Город народу вельми мало. Ходил ось зараз у краму. Сумують. Продавачки сидять на касах і сумують. Автомобили, литерально все заполонили. Ну, ось, наверное, буде бачно, он жовнер. Стандартный советский жовнер. Ось так. Ну, особливо так сказать, что эта частка города чем-то отрознивается, я бы не сказал бы. Но вот больше, скажем, частка, где размещены предприятия, наверное, она будет больше цікавая, потому что там находится Добрушская паперовая фабрика, яка заснована довольно-таки давно. Так, ну что, ставим на паузу, едем далі. Так, ну ось протягиваем, вибачайте, что не доехали мы до той частки будівниці, отъехали недалеко, самый центр. Ну, ось ми бачимо пляцовку сценічну, да, і давайте зараз подивимо, щоб було бачно герб Добруша. Ось, у версії. Ось представлений герб Добруша. Вот. Ну, это вот два будинка. Чому вернусь, зараз покажу. Два будинка, значить, ось один, ось другий з державним стягом. Два будинка, які представляють адміністрацію города, да? Райвиконком, одна служба, одне окно. Ну і, я так думаю, ще шмат чого напихано. Давайте пройдемо, поглядимо на гэты звичайний цуд, від якого старалися всі повсюди позбавитися подчас змін, тих самих змін, які відбувалися у час розпаду Совєтського Союзу. У нас не поспели позбавиться, влада помінялася, і літерально в кожному городі, літерально в кожному городі є вот такі ось помник
помник Ленину. Ось. Помник Ленина. Поэтому и вернулись, в принципе. На помник Ленина поглядели. Ось, давайте побачимо. Есть некий стенд. Тип телевизор. Что за телевизор? Максима усталевывали к европейским гульням, а может и нет, докладно не ведаю. Ну, я думаю, было б цікаво глядіти які-небудь трансляції, які по лету, кіно може бути якое-небудь. Я б, наприклад, задоволення прийшов би, поглядів білоруськомовне кіно, коли б показували по такому телевізору, скажем так. Добра вельми ідея, до речі. Так, ну что ж, сябры, поедем на ту участку города, поглядим на фабрику и на фарфоровый завод. Итак, сябры, перебрались мы на другий бок Липицы. Ну ось, на башню, да, башня, помник жаўнерам, да, які обороняли, хоча за все, что в этот город не будем ходить, не цікаво нам это. Ну и, як завжди, до речі, недавно, да, вот. 75-годдя вызволения Республики Беларусь от немецко-фашистских захопников, парк военной техники. Ну, давайте поглядим на эту технику. Значит, гармата, да? И что это у нас? Боевая БМП, да, боевая машина пехоты представлены. Ну, вот в 2019 году нашей державе все ніяк нема чого робити. Воинам 73-й Новозыбковой орденов Ленина, Суворова, Красного Знамени дивизии, изгнавшим, так, как в веке-то месяц октябрь, да, складано в перекладе 43-го года немецко-фашистских захопников с Добружской земли. Вот. То есть, видать, сама гармата была усталявана ранее, а уже БТР додали и обозвали это парком. Ну, бачно, зробили аллейку. Ну, о, ще один Ленин. Ленин, сходим до Ленина. Так, давайте, треба не перейти туди на той бок. О, пойдем, сходим до Ленина, перейдем на той бок. Ось, цікаво, кольки з Ленинов в других городах, тут их аж целых два получилось, я знайшов. Випадково, до речі, я не ведаю, що він тут знаходиться, ще один Ленин. Ну, може бути, це зв'язано з тим, що та частка города була побудована уже після війни, там, чи почалася будуватися після війни. І было вырашено. Вот ще один Ленин, не такий великий, як в той часті. Сходимо зараз, поглядимо будинок, який-то фізкультурне оздоровлення будинок. Так, дядуля, давайте чому пройдемося, тут от ненька дошка. Цікаві моменти, коли мы можем отзначить, что на нашей белорусской земле, на нашей родине, есть некие люди, которые прославляли ее. Вот. Рыженков Владимир Николаевич, советский белорусский деятель спорта Республики Беларусь, 90-го года старшиня Державного комитета Республики Беларусь по физической культуре и спорту, с 95-го первый президент Национального олимпийского комитета Республики Беларусь. Ну, мы ведаем, кто у нас другие, сами ведаете. С 95-го первый министр спорта и туризма Республики Беларусь. Народился тут вёсцы Плоска, Добружский район. До речі, так, давайте трохи поглядим, что это за установа. Добружская районная дитячая юнацкая спортивная школа. Ну ось, давайте пойдем уже. Тут маленький
стадіончик такий для заняття футболом. Чому вирішив сюди прийти? Показати герб Добруша більш, скажімо так, близько, як було бачно. Ну, ось так от виглядає герб Добруша. Так, значит, идем глядеть на Добрушскую фабрику, потом поедем на фарфоровый завод. Так, про що? Про діячів, які, скажем так, прославляють Білорусь. Ну, ось, мало где можно отзначить, что есть такие, ну, такие дети. Вот. Самая ведомая, наверное, на данный момент это Дарья Домрачева, биатлонистка белорусская. Так, ну вот мы идем мы до Добрушской фабрики, наверное, с этого ракурса треба будет ее показать. Старую участку, ну и там трошки, наверное, будет далее новая. Зараз вийдемо уже ближе до вулиці. Ну, поглядимо. І поглядимо. І так, ось, виходимо до ось стара частка Добрушської паперової фабриці. Так, сфокусуємо. Ось так ось вона виглядає. Видно, що будинки старі. Було б цікаво поглядіти где-нибудь шильдочку тим, що з'являється матеріальною коштовністю будинки і якого года побудування. Ну, ось вона фабрика. Так, і що нам тут цікаво? Цікавий такий момент, що мало де в маленьких городах ми можемо побачити. Ось і шильдочка, пойдемо зараз почитаємо. Ось такий ось світлофор. Нажмите, натискаємо кнопку і глядимо, ось замігав. Зелений, жовтий, зараз червоний, і ми пойдемо на зелений колір для пішоходів. Все, спасибо. Итак, Добрушская паперовая фабрика Герой праці. Так, і ось читаємо ми историко-культурная коштовность, комплексный будинок паперовой фабрики 1870 года. Ось, ну ось это головний, наверное, уваход на фабрику. Ну і частка, здається, по предпринимальникам. Ну і давайте поглядим на годинник. Годинник показывает 5 годин как пилит. Это уже у нас вечер. Лютый. Так, снова натискаем кнопку и переходим. Чекаем зеленого кольору. Так, сябри, зараз буде маленький перепиночок. Ось, спинимося до фарфорового завода, поглядеть, бюсты там были, что за бюсты по улице. Поглядим, что за бюсты. Ох, уже литерально 20 хвилин здымаю. Ось, и концертовым моментом мы на фарфоровую фабрику съездим. Ну и поглядим, может быть, все заедем на чугунную станцию. Все, так, значит, отключаемся на трошечки.